Молочная ферма «Просто молоко Агро» на окраине села Малая Елга активно реанимирует тяжелое наследство обанкротившегося Вамина. Первым делом новые хозяева приобрели новую технику. Конечно же, в лизинг на 100 миллионов рублей. В наследство от прежнего хозяина досталось 600 гектаров пашни под кормовую кукурузу и многолетние травы. Как говорит бригадир Ильнас Валиуллин, работать на такой мощной современной технике – одно удовольствие. К тому же зарплата в месяц под 90 тысяч рублей. С этим агрегатом мы уже работаем с прошлого года начали. В этом году за смену мы делаем 100 гектаров. В сутки 200 гектаров получается. Мы у себя сейчас там 5 дней закончим и другим фермерам поедем помогать. Минсельхоз Татарстана помог со строительством новой дороги. Теперь к ферме ведет километровая бетонка. А на самой ферме работа непочатый край. Еще 2 года назад поголовье насчитывало 450 дойных коров. Каждая третья больная лейкозом. Много было старых коров, так что первым делом в хозяйстве взялись за обновление поголовья. Зимой из Брянска завезли 400 коров шведской породы. 250 из них уже отселились, от 150 в ближайшее время ждут приплода. В 3 раза сократилось поголовье коров больных лейкозом. Самое главное от лейкоза избавиться. Это как бы и штамп на тебе стоит, и на цене сказывается, и так далее. На всем. Даже если у тебя 30 голов из 600, ты все равно лейкозная ферма. Потому что если у тебя даже от одной коровы антибиотик поступит в молоко, молозавод не примет. То есть, а каждая партия это 200-250 тысяч. Ставку в «Просто молоко Агро» делают на швейцарскую породу. Коровы более выносливые, надои поскромнее, но зато жирность высокая. Сейчас в стадии уже 650 коров. Обновив поголовье, в хозяйстве пересмотрели рацион питания животных. Часть кормов, конечно, заготавливают сами, а готовые монокорма везут из Мамадыша. И такой подход уже дает свои результаты. Надои молока на ферме выросли на 17%. В хозяйство бы пригласить высококлассных специалистов, сетует руководство. Доярки, они, которые у меня есть, я за них холю и лелею. У меня их всего 4 местные, понимаете? Поэтому они по 40 тысяч получают. Ну, зарплаты, это как бы не секрет, в районе у меня самые высокие. Близость к городу, и людей надо заинтересовывать. Но на этой ферме никто меньше 30 не получает. Но я хочу обозначить такой момент, кто работает. Выкупив ферму, новые хозяева столкнулись с еще одной проблемой – тонны навоза, что скопились на территории хозяйства. Теперь борьба с нечистотами в приоритете. Только в этом году с фермы было вывезено 35 тысяч тонн навоза. Сейчас у нас сгуртовано 25 тысяч тонн его, то есть по 50 тонн на гектар. На следующий год мы надеемся обойтись без химических удобрений. То есть с одной стороны навоз – это проблема, с другой стороны это как бы решение. Один раз уже это вычистив, тут это 10-летние запасы, потом уже это проще становится. То есть вы хотите сказать, что прежние хозяева не вывозили? Нет, зачем они вывозили, но не в достаточном объеме. Если вы даже на эту карту обратите внимание, уровень опустился как. То есть они до этого на чем стояли? Гумер Закиров не единственный в Малой Елге, кто взялся за восстановление хозяйства. Гафуру Зарипову, известному на всю округу пчеловоду, в 2014 году руководство района предложило взять под свое крыло машинный парк, что остался в Малой Елге после Вамина. Старую технику он восстановил, прикупил новую, и вот теперь у Гафура Зарипова большое по здешним меркам хозяйство и 600 гектаров земли. Ну, глаза боятся, руки делает. Ну, конечно, спасибо Михаилу Павловичу, он давай. Все. Вот сейчас хороший там сделали этот, и там зерноток у меня, и парок, и ферма, там 50 голов, сегодня на сегодня 50 голов, бычки там на откормке. У нас практически рядом все поля находятся. То есть при большом желании на наше большое поголовье мы столько зерна не соберем. Гафур Бурханович, он главный спец у нас по зерновым, у него самые большие урожаи всегда. Вот первый год он меня выручал, вот, грубо говоря, через дорогу ячмень завозил. Там у него есть многолетка, он первый укос себе забирает, второй мы оставляем. Но пресса, допустим, мои выезжают. Ему солома тоже нужна. Его комбайны проходят, у меня новые пресса, за ним собирают. То есть практически у нас даже безденежный где-то расчет происходит. В ближайших планах Гумера Закирова не только развивать сельхозкооперацию, но и стать одним из передовых хозяйств района. 600 дойных коров – предел для этой фермы в Малой Елге. Так что главное – постепенно наращивать поголовье здорового стада и, конечно, улучшать показатели по производству молока. А через 2 года, когда хозяйство расплатится по кредитам, можно будет подумать и о строительстве новых современных коровников. Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, 7 дней.